где перечисляет автор разные поклонения, виды. С чего начинает автор? С чего? С дуа. Дуа. Мольба. С такой вещи начинает как дуа. Внимательно. Дуа делится на два вида. Запоминаем. Дуа делится на два вида. Первое это дуа аль-ибада. Дуа аль-ибада, то есть дуа поклонения. Или мольба поклонения. Мольба в виде поклонения. Ясно? Дуа аль-ибада. Второй вид дуа это дуа аль-мас'аля. Дуа просьба. Мольба в виде просьбы. Запомнили? Дуа аль-ибада, дуа аль-мас'аля. Дуа поклонения. Внимательно. Это мольба. Это мольба. Но языком не слов, а языком состояния. Называется это дуа билисан аль-халь. Билисан аль-халь. То есть своим состоянием человек молится. А дуа просьба, дуа аль-мас'аля, это когда человек своим языком слов, лисан аль-макаль, это называется, билисан аль-макаль, просит Аллах субхану тааля о чем-то. Как это? Вот человек соблюдает пост, или совершает намаз, или человек носит короткую одежду, не ниже щиколоток, или человек отпускает бороду, или человек приказывает одобряемое, удерживает от порицаемого, или человек изучает религиозное знание, изучает акиду, таухид. Это ибада, верно? Это ибада, это поклонение. Человек, делая эти виды поклонения, своим состоянием, словно обращается к Аллаху субхану ва тааля, своим состоянием моля Аллаха помиловать его, своим состоянием моля Аллаха ввести его в рай, спасти его от ада, от мучений могилы. Ясно? Другой человек, мы видим, скверно совершает намаз, пренебрегает установлениями Аллаха субхану ва тааля, не выполняет приказы Аллаха субхану ва тааля, бреет свою бороду, ослушивается Аллаха субхану ва тааля. Такой человек своим состоянием словно бы просит и хочет ада. Хочет ад и не хочет рай. Итак, это дуа аль-ибада. Хорошо? Дуа поклонения. Когда человек выполняет разные виды поклонения и своим состоянием, что? Просит Аллах субхану ва тааля, молит Аллах субхану ва тааля о спасении, помиловании и рае. А если человек просит устами Аллах субхану ва тааля, словами говорит: «О Аллах, дай мне рай, избавь меня от ада, о Аллах, дай мне пропитание, дай мне ризк благой» и так далее, дай мне исцеление. Это дуа, но это дуа называется как? Дуа просьба. Дуа аль-мас'аля. Хорошо? И осуществляется посредством чего? Билисан аль-макаль, то есть языком слов. Ясно или нет? Итак, два вида дуа у нас есть. Дуа аль-ибада и дуа аль-мас'аля. Какие виды есть? Дуа? Дуа поклонения, дуа просьба. Ясно, что такое первое, что такое второе? Так вот, если человек посвящает дуа аль-ибада, внимательно, не Аллаху субхану ва тааля, а кому-то наряду с Аллаху субхану ва тааля, то это ширкуль акбар. Это великий ширк. Это большой ширк, выводящий человека из ислама. Намаз человек посвящает не Аллаху, или пост, или жертвоприношение, или хадж кому-то наряду с Аллахом субхану ва тааля. Это ширкуль акбар. Это большой ширк, выводящий человека из ислама. Дуа аль-ибада, если посвящается не Аллаху, это что? Это великий ширк. Дуа аль-мас'аля теперь. Дуа аль-мас'аля, внимательно, дуа просьба, делится на два вида. В свою очередь. Делится на два вида тоже. Просьба о том, что находится только в возможностях Аллаха субхану ва тааля. На что способен только Аллах субхану ва тааля. Вот обращаться с подобными просьбами о вещах, на которые способен только Аллах субхану ва тааля, не к Аллаху, это ширкуль акбар. Это большой ширк. Например, человек просит у кого-то, кроме Аллаха субхану ва тааля,
даровать ему ризк. То есть удел ему даровать, достаток даровать, или дождь послать, или исцеление, или потомство праведное и многочисленное даровать. С такими просьбами обращается не к Аллаху Субхану ва Тааля. Это что? Ширкуль акбар, большой ширк. Почему? Потому что просьба касается вещей, на которые способен только Аллах Субхану ва Тааля. Ясно это? Например, человек просит самый лучший из людей, кто? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, самый любимый раб для Аллаха Субхану ва Тааля. И начинает просить у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, исцеления, шифа от болезней. Или начинает просить у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы не звел дождь, не с послания дождя. Или просит у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, многочисленное потомство и так далее. Это что? Хукм этого, суждение ислама об этом? Это великое многобожие, это большой ширк. Потому что даровать все это может только Аллах Субхану ва Тааля. Это не входило в возможности пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он был жив. Тем более, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. Сейчас человек обращается к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, просит у него такие вещи. Пусть Аллах Субхану ва Тааля наставит тех, кто впал в такое страшное заблуждение. Итак, это дуа аль-мас'аля, дуа просьба, мы сказали, делится на два вида, когда речь идет о просьбе о чем-то, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля. Обращаться с такими дуа просьбами не к Аллаху, это что? Внимательно еще раз, что это? Это ширк. Какой ширк? Важно. Большой ширк, выводящий человека из ислама. И второй вид дуа аль-мас'аля, просьба о том, что входит в возможности человека. То есть находится в пределах человеческих возможностей. В пределах человеческих возможностей. Вот это дозволяется. Вот такой вид дуа просьба, когда речь идет о чем-то, что в пределах человеческих возможностей, это дозволяется. Дозволяется, но при наличии 4 условий. 4 условия. Первое условие. Тот, к кому обращаются с просьбой, должен быть живой, не мертвый. Если кто-то обращается к какому-то мертвому праведнику или к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, мы говорим, это что? Это ширк. Ясно? Второе условие. Так, первое, что должен быть живой, исключается, соответственно, кто? Обращение к кому? К умершим, к мертвым. Второе условие, это должен быть присутствующий человек, а не отсутствующий. Присутствующий. Тот, который тебя слышит. Если ты находишься, например, в Крыму и обращаешься к какому-то праведнику, который в Индии. Не по телефону, а вот просто сидит и обращается, хорошо, с просьбой. Или в Афганистане праведник какой-то, он к нему обращается. Что мы скажем? Допустимо такое или нет? Допустимо или нет? Нет, недопустимо. Это тоже что? Ширк. Это тоже ширк. Второе условие. Третье условие. Этот человек, к которому обращаются с просьбой, должен быть способен сделать это. А не должен быть бессильным. Исключаются кто? В первом случае исключили мертвых, во втором исключили кого? Отсутствующих, в третьем исключаем бессильных. Если лежит парализованный человек, ты подошел к нему и просишь его помочь тебе чего-то перенести там, например. Хорошо. Допустимо это? Недопустимо. Или маленький ребенок какой-то, который ничего не умеет, и к нему обращаются и просят о чем-то таком. Но хукм здесь какой? Скажем ширк? Не скажем ширк, скажем что? Слабоумие. Хорошо? То есть нормальный человек не будет так просить. Слабоумие, но в то же время это может привести и к фитне, который приведет к ширку. Скажет, раз к этому, который недвижимый лежит, люди приходят и что-то просят, то, наверное, он обладает какими-то супервозможностями и так далее. Хорошо? Поэтому третье, что? Должен быть способен тебе это дать, иначе ты не можешь просить его, если он не может этого сделать. Хорошо? И четвертое условие. Тот, к кому ты обращаешься с просьбой, ты должен быть уверен, иметь убеждение, что этот человек всего лишь причина, всего лишь сабаб, что в его руках нет власти над пользой и вредом, что он может сделать лишь то, на что будет дозволение Аллаха Субхану ва Тааля. Он будет действовать, принесет тебе пользу только в том случае, если то пожелает Аллах Субхану ва Тааля. Недопустимо считать, что
кому обращается с просьбой, он имеет какую-то самостоятельную власть во Вселенной, распоряжение во Вселенной, что в его руках владение вредом и пользой, получение пользы, отвращение от вреда и так далее. Это что? 4 условие. Понятны эти условия? Понятны эти условия.